Мгм. Так, куда это? Всем здравствуйте, уважаемые участники консультационного часа. Меня зовут Будняна Александровна, я методист Республиканского консультационного центра. Я рада представить вам замечательного специалиста в области сказкотерапии, психолога регионального центра развития современных технологий. Это Асташова Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Да, здравствуйте всем. Сегодня будет у нас очень актуальная и интересная тема для консультации. Как говорить с подростком, кризис подросткового возраста и способы их взаимодействия. Татьяна Анатольевна будет отвечать на все ваши вопросы прямо в прямом эфире. Так что вы не стесняйтесь, задавайте их прямо в чате. И Татьяна Анатольевна сразу же на них ответит. Так, что ж, передаю тогда слово Татьяне Анатольевне. Спасибо. Спасибо, Анна Александровна. Какие-то вопросы поступили заранее, и я отвечу на них. Какие-то вы имеете возможность задавать сейчас, и если что-то будет непонятно, да, потому что немножко я расскажу о том, что представляет собой кризис подросткового возраста, почему мы говорим о том, что он является одним из наиболее важных, одним из наиболее сложных кризисов, и о том, каким образом родителям выстраивать взаимоотношения с подростком, который, казалось бы, вроде бы остался тем же ребенком, а с другой стороны, иногда у родителей возникает ощущение, что это совершенно другой ребенок. И лет в 11-12 как будто его подменили, и нужно искать новые способы взаимодействия, потому что старые привычные способы довольно часто оказываются неэффективными. И как к этому подготовиться, каким образом на это реагировать. Вот. Но прежде всего хочется отметить, что все кризисные моменты, которые мы переживаем в течение жизни, это очень хорошо, потому что они позволяют человеку переходить на новый этап своего развития. Ведь по сути, что такое кризис? Кризис – это первый показатель того, что человек растет и развивается. Кризис – это показатель того, что старые привычные паттерны поведения перестают работать, что ребенок вырос, с одной стороны уже освоил то, что было ему необходимо освоить на предыдущем этапе развития, вот, и готов переходить на следующий этап развития, но при этом общество, социальное окружение ребенка оказывается довольно часто не готово к этому. И вот в подростковом возрасте это противоречие имеет особо яркую окраску. Подросток очень хочет показать, что он вырос, и он готов перейти на следующую ступень развития и позиционирует себя как взрослый. А вот его окружение к этому оказывается не готово. И поэтому ему в течение нескольких лет приходится осваивать все правила игры во взрослой жизни. Взрослые, в зависимости от того, как до этого уже выстроены отношения, пытаются помочь подростку на этом этапе, и при благополучном стечении обстоятельств, да, лет в 16, в 17, а сейчас порой подростковый возраст затягивается, да, но тем не менее ребенок осваивает вот эти правила взрослой игры. В целом подростковый возраст охватывает период от примерно 11-12, в разных периодизациях и в разной литературе, и в разных авторских подходах мы можем найти разные границы, но в целом это будет в среднем, да, такие средние границы от 11-12 до 16-17 лет. Это наиболее такие яркие годы проявления подросткового кризиса, и пик этого кризиса наступает примерно в 13 лет, в 7 классе. И поэтому довольно часто именно 7 класс характеризуется таким провальным классом в учебе, потому что не эти задачи жизненно важные сейчас для подростка, и ребенок, который мог быть отличником в начальной школе, в 5-6 классе еще с горем пополам держался, а в 7 классе, если ребенка охватывает вот эта эмоциональная буря, то учеба становится не первостепенной жизненной задачей, да, его жизненной задачей становится решение тех вопросов, которые всплывают на первый план. Это вопросы
взаимодействия с социальным окружением, вопросы взаимодействия со своим собственным телом, поскольку оно меняется, вопросы усвоения правил жизни в этом взрослом мире. Вот. И решая эти вопросы, довольно часто учеба отходит на второй план, и родители довольно часто обращаются с вопросом, что делать, ребенок перестал учиться, или ребенок не хочет больше учиться, да, общаться, гулять, каким-то образом приходить в школу, он еще хочет что-то делать, да, кто-то даже в школу ходить не хочет, вот, но тем не менее. Но приходит в школу не учиться, а приходит в школу общаться, приходит в школу решать совершенно другие задачи и вопросы. Вот. И в этой ситуации, да, важно помнить о том, что, во-первых, кризис – это временное явление, и в этом временном явлении очень нужна ребенку ваша опора и поддержка. Очень хорошо, если до этого была сделана такая хорошая базовая подготовка, и родитель сделал все для того, чтобы сформировать между ним и ребенком доверительные отношения, и ребенок чувствует родительскую опору. Это то, что ему позволит преодолеть кризис, да? Но, тем не менее, это не отменяет конфликтов, которые, естественно, возникают в этот период. Вот. Но довольно тяжело становится подростку, у которого нет вот этого чувства опоры, у которого не сформировано с родителями доверительных отношений, и который осваивает этот мир самостоятельно и не знает, кому можно доверять, кому нельзя доверять, как можно проявлять эту взрослость и как лучше не делать этого. Вот. Какие проявления наиболее характерны для подросткового возраста? Это, конечно, противоречивость. Противоречивость во всем. С одной стороны, он остается таким же послушным ребенком, с другой стороны, он иногда может показывать свой характер и, наконец-то, громко произносить слово «нет». Да, это является таким очень важным этапом в становлении личности человека. Да. Он начинает понимать, что он скажет взрослому «нет», и ничего ему за это не будет. Да, в какой-то момент в 11, 12, у кого-то в 13 лет, да, возникает вот это ощущение, что он может отстоять свою точку зрения. Вот. И с одной стороны, вроде как взрослому становится жутко неудобно. Если раньше контроль помогал ребенку, если раньше вот это постоянное присутствие родителей не доставляло неудобства ребенку, то сейчас он довольно часто может говорить «нет», или, например, «оставь меня в покое, я хочу побыть один», или, например, «я не хочу тебе рассказывать об этом». Да? И это говорит о том, что ребенок сейчас перестраивает систему взаимоотношений с окружением и систему взаимоотношений с обществом и пытается найти новые способы взаимодействия и установить новые границы. Очень часто признаком подросткового возраста является то, что он обесценивает все то, что ценил раньше. Например, в семье были приняты определенные правила взаимодействия. Например, мама совершенно свободно могла залезть в портфель к ребенку, да, проверить, правильно ли он собрал, все ли он сделал, посмотреть там в телефон, задать вопросы. Да, то сейчас он может довольно жестко относиться к этому, как к давлению, да, и нарушению его собственных границ, и довольно жестко остановить это давление и сказать, что теперь больше таких правил не будет. Да, и взрослому необходимо выстраивать новые правила взаимодействия. И вот в этом возрасте очень важно, чтобы подросток понимал, что родитель готов меняться, родитель готов учиться вместе новым способам взаимодействия. И откуда берется большинство конфликтов? Как раз от того, что ребенок готов изменять правила взаимодействия, а взрослый к этому не готов. И очень часто на моих занятиях подростки говорят о том, что, например, учителя не готовы к тому, что подростки задают вопросы. И вообще один подросток мне сказал, что учителя вообще не любят, когда им задают вопросы, хотя, по сути, они для этого здесь нужны. Да? Я не говорю о том, что это все учителя, но вот частично такая картина почему-то у подростков сформирована, что взрослые жутко не хотят, чтобы им задавали неудобные вопросы. А потом взрослые же, да, естественно, начинают спрашивать, да, почему подросток не спрашивает у них, а ищет информацию в другом месте, в интернете, у друзей, у сверстников, да, ну, по сути, потому что в какой-то момент он понимает, что задавать нам вопросы бессмысленно, или мама падает в обморок от этих вопросов, да, то, что касается особенно темы там,
сексуальности, темы употребления психоактивных веществ, темы какого-то рискового поведения. Да, очень часто это вызывает у родителей страхи. И подросток понимает, что вот эти страхи мешают родителю открыто, доверительно разговаривать. И он в какой-то момент перестает задавать эти вопросы взрослым, да, хотя, по сути, именно они должны раскрывать особенности этих взаимоотношений с миром, вот, и начинает искать информацию в другом месте. Там, где, по крайней мере, никто не пугается таким вопросом. Вот. Очень важным новообразованием подросткового возраста является чувство взрослости, которое постепенно будет формироваться. Сначала от простой демонстрации того, что я вырос, и поэтому больше не нужно указывать мне, что делать. Вот. И постепенно это будет действительно приобретение самостоятельности, ответственности, планирования и целеполагания. Но те отделы мозга, которые отвечают у взрослого человека за планирование, самоконтроль, самоорганизацию, они формируются именно сейчас, именно в подростковом возрасте. И как любое формирование, которое вот только сейчас развивается, оно уязвимо очень. И поэтому подросток действительно может демонстрировать, с одной стороны, стремление к взрослости, а с другой стороны, совершенно безответственное поведение. Это может быть. Вот. То есть они только эти структуры мозга созревают. И тут поведение взрослого должно быть таким поведением подсказывающим. Да, не просто сказать, что ну что такое, ты забыл, да, нужно быть ответственнее. А что это такое быть ответственнее? Что это такое, например, быть самоорганизованным? Да, то есть помогать ему опираться на то, что сейчас формируется, помогать ему усваивать вот это планирование, целеполагание, самоорганизацию, самоконтроль, беседовать с ребенком о том, в чем это заключается, каким образом поведение взрослого отличается от поведения ребенка. Да, если ты хочешь быть принят в этот мир взрослых, а подросток очень хочет быть принят в мир взрослых, вот, тогда давай обсудим, что значит самоорганизация. Тебя не устраивает мой контроль, давай поговорим о том, каким образом я могу этот контроль передать тебе. Что значит, например, спланировать день так, как удобно тебе, но при этом выполнив все обязательства. Давай мы с тобой посмотрим, если ты все делаешь, остается ли у тебя время свободное и так далее. То есть подсказывать ребенку, каким образом он может опираться на те новообразования, которые сейчас у него есть. Вот. Естественно, подросток будет демонстрировать довольно противоречивое поведение практически во всех сферах. И тут нужно учитывать, что это тоже одно из таких ярких особенностей возраста, да, и в этот момент поддерживать те проявления, которые помогут ему в жизни в дальнейшем эффективно функционировать в обществе, и нивелировать те проявления, которые делают его менее функциональным в этом обществе. Да, то есть он, например, может быть, с одной стороны, целеустремленным и говорить о профессиях, о том, чего он хочет, о своих планах на будущее. С другой стороны, совершенно не связывать это как-то с реальной жизнью и не представлять, каким образом каждый день двигаться к этой цели. Да, то есть, имея, например, двойку по математике, он может мечтать о какой-то профессии, которая напрямую связана с математическими способностями и умениями. И эта задача, да, она ложится на плечи родителей, на плечи специалистов, показать ребенку, каким образом вот эти его желания и мечты должны соотноситься с его реальной успеваемостью, с его реальной деятельностью сегодня, каким образом он может сам себе помочь достичь той цели, которую он перед собой ставит. Хотя, естественно, интересы меняются, и подростковый возраст – это такой возраст, когда он может в течение полугода поменять несколько разных своих интересов, желаний, потребностей и говорить о том, что он теперь не хочет заниматься этим, он попробовал все, ему надоело, он хочет теперь попробовать другое. Да? И в этом тоже, в принципе, ничего плохого нет. Это возраст, когда ребенок экспериментирует, когда пробует, в том числе и подростковый возраст – это возраст формирования эго-идентичности, то есть когда
он в конце должен выйти с каким результатом? Со сформированным пониманием, кто он такой, на что он способен, на что он не способен, что ему интересно, что нужно сделать для того, чтобы у него получилось, какие черты характера являются его сильной стороной, что можно использовать как точку для роста и развития, какие у него есть принципы, какие ему нужны друзья, какую он бы хотел какую-то профессиональную область своей реализации. То есть, по сути, подростковый возраст – это возраст формирования всего этого. И поэтому мировоззрение будет меняться, точка зрения будет меняться, он будет экспериментировать для того, чтобы выйти и сказать, вот теперь я понимаю, что это мне нужно, а это мне не нужно. Да? И вот задача взрослого – быть рядом в этот момент и сохранить доверительные отношения для того, чтобы хотя бы знать, о чем подросток думает, какие вопросы его волнуют, чтобы он с этими вопросами не шел на улицу искать ответы. Да? Хотя повторюсь, что мнение сверстников в этом возрасте может быть важнее мнения родителей, и поэтому особая задача родительская – это принимать любые вопросы, любое мнение подростка для того, чтобы садиться и обсуждать. Что еще характеризуется? Это, с одной стороны, повышенная самоуверенность в своих собственных силах, и с другой стороны, сильная неуверенность в себе. Да? То есть за полдня может смениться 10 раз настроение, и он может и любить, и ненавидеть себя одновременно. Еще, естественно, учитывая физиологические изменения, которые сопровождают этот возраст, да, ребенок чувствует, что его тело меняется. Он привык к этому своему детскому телу, а сейчас оно меняется. И за этот период 2-3 лет резкие бурные изменения приводят к тому, что ребенок остается ребенком, но в теле взрослого. И в этот момент он не знает, что с этим телом взрослого делать. Да? И особенно важным является для ребенка именно тема своего тела, своей внешности. Это одна из наиболее болезненных тем для обсуждения. Внешность – это, с одной стороны, одна из самых интересных для него тем, с другой стороны, одна из самых болезненных. И вот с этой точки зрения обсуждать тему внешности с подростком нужно крайне осторожно, крайне аккуратно. И очень много родителей обесценивают проблемы подростков. Да, вроде как, прыщи, да, что тут особенного. Это абсолютно нормальное явление, и мы, как взрослые, мы понимаем, что это временно, это пройдет. Но для подростка это такая проблема, и каждый прыщ – это такое потрясение, что в этот момент очень важно сказать, что да, для тебя это важно, и я ценю то, что важно тебе. Да, давай попробуем что-то с этим делать. И наиболее правильное решение – это когда мама, например, с подростком идет на прием к дерматологу. Да, то есть ищет возможность помочь ребенку, который сам себе помочь в этот момент не может. Он просто недоволен своим телом, своей внешностью. Это будет сказываться на всех сферах его жизни. И на учебе в том числе он не может думать на уроке о математике, если в этот момент он разглядывает прыщи, например, да, или те изменения телесные, которые происходят. Или думает о том, что сказали сверстники на перемене, например, да, и в этот момент для него это действительно важнее гораздо. Вот. Следующее – это то стремление к коммуникации, которое демонстрируют подростки. С одной стороны, все новообразования, которые происходят в подростковом возрасте, это новообразования, которые происходят именно в коммуникации. Его самооценка становится в коммуникации, его взрослость принимается именно обществом. Его мнение он может проверить на взаимодействии с обществом, свою экоидентичность, то есть образ самого себя он формирует в обществе, в системе взаимоотношений и в обратной связи от общества. Да? То есть общение является одной из наиболее значимых сфер в этом возрасте. С другой стороны, подросток иногда демонстрирует такую застенчивость и такую неуверенность в общении, что он не может реализовать вот эту базовую потребность свою.
Вот, и здесь тоже очень важно обратить внимание на то, каким образом общается подросток, что у него получается, что не получается, поддерживать в те минуты, когда он не уверен в себе и когда считает, что он не может отстаивать свою точку зрения, что его мнение не слушают, что в классе, например, он занимает не очень выгодное для себя положение, вот, когда ему трудно найти друзей, когда у него возникают трудности в общении со сверстниками, для него это действительно жизненно важная сфера сейчас. И в этой сфере он реализуется, растет, развивается. Вот. И здесь тоже очень важно учитывать эти трудности и помогать. Ведь самое главное, чтобы подросток понимал, что, может быть, родители не могут решить всех проблем, но родители – это те люди, на которых он может опереться. Когда ему трудно, когда ему плохо, когда он себя ненавидит, когда он ненавидит весь мир, он может всегда прийти домой, где его ждут. И это самое важное, что он должен чувствовать. Вот он должен чувствовать ту поддержку и ту опору за своей спиной. И тогда он может повернуться к этому миру лицом и пытаться взаимодействовать, потому что он знает, что если у него не получится, он придет. Иногда они демонстрируют желание просто посидеть рядом, помолчать, иногда хотят рассказать и задать вопросы. Вот. И ему этого достаточно, чтобы на следующий день встать и снова идти что-то делать, что-то менять. Вот это то важное, что родителям нужно демонстрировать своему подростку. Это безусловное принятие и поддержку. Хотя иногда вот это слово «я сам», да, и не нужно мне подсказывать, как жить я сам, оно немножко напоминает ребенка 3 лет, который тоже говорит «я сам». Да? Неважно, умеет, не умеет, он будет говорить, что я и так все знаю. Вот. И в этот момент, конечно, родителям очень трудно сохранить вот это терпение, принятие, да? Но что очень важно, гораздо лучше и честнее, если родитель ребенку скажет, что сейчас я чувствую себя неуверенно, сейчас я не очень понимаю, что происходит, я злюсь, давай я успокоюсь, я очень хочу тебе помочь, да, но сейчас я не могу. Вот я успокоюсь, я приду, и мы с тобой поговорим. Мне важно это, но пока я не могу. Да, это будет гораздо честнее, чем он будет пересиливать и говорить, что ну, давай ты мне расскажешь, да, то есть настаивать в тот момент, когда ни та, ни другая сторона не готова. Да, это может вызвать, конечно, желание сопротивляться и желание совсем ничего не рассказывать. Поэтому очень важно быть готовым к тому, что это, конечно, время, когда будет бросать из стороны в сторону. И поэтому довольно часто семьи, в которых есть подростки, вот центром этой семьи является именно подросток, его поведение, потому что он же в этот момент переоценивает не только свои качества, не только свои способности, он переоценивает все. И правила, принятые в семье в целом, он будет переоценивать и задавать вопросы, зачем вообще ложиться в 10 часов. Для подростка вообще очень болезненная тема со сном, потому что кажется, что жизнь идет такими темпами, ты не успеваешь ничего, а тут еще спать надо, ложиться. Вот. И с одной стороны, организму крайне необходим отдых, это физиологическая потребность, а с другой стороны, ему очень не хочется спать, потому что жизнь уходит в этот момент. И тут, конечно, простое слово «спать надо, потому что надо» уже на подростка не действует так, как на ребенка маленького, и он будет задавать вопросы. Зачем? Кому надо? Кто должен ложиться в 10? Да? Почему в 10? И вот тут очень важно родителю вспомнить, что сейчас давление и просто слово «надо» уже не работают. Ребенок будет сопротивляться, а если он боится показывать это сопротивление, если родители довольно авторитарны, то он будет обманывать. То он скажет вам, что он лег спать, а сам под одеялом сидеть в телефоне, например, да, или еще что-то придумает. Вот. Гораздо лучше сесть и обсудить, да, ну, правда, кто сказал, что в 10 часов нужно спать? Кто сказал, что подростку, например, нужно спать 9-10 часов в сутки? Кто сказал? Ну, давай вместе с тобой обсудим, давай с тобой поищем исследования, давай посмотрим, что об этом говорят физиологи, психологи, неврологи. Да, то есть со всех точек зрения давай мы с тобой посмотрим, что об этом пишут, что об этом говорят, вообще для чего спать. Да, вот сон – это необходимость, потому что в этот момент перерабатывается огромное количество информации. Оно раскладывается по полочкам, остается в долговременной памяти, и то, что не успевает переработаться, забывается навсегда.
Вот, то есть можно по-разному поговорить об этом с подростком, да, и показать ему его плюсы, то, что он, в принципе, получит для себя здесь и сейчас, если он будет ложиться спать вовремя, да. Или, например, он не успевает сделать уроки, потому что неправильно организовал режим дня. Хорошо, давай мы с тобой обсудим, как ты можешь это сделать так, чтобы тебе было удобно, но при этом ты успевал. Вот. Тут, конечно, еще современная учеба никак этому не способствует формированию адекватного режима дня, потому что нет конца изменениям, да. То есть если, например, раньше было понятно, ты получил 2, что нужно сделать для того, чтобы ее исправить, ты выполнил упражнение, принес, показал и исправил, то сейчас это довольно трудно сделать, потому что, во-первых, нагрузка довольно большая, и подросток в какой-то момент начинает понимать, что он исправил 1 двойку, вот, при этом у него уже там 35 накопилось разных заданий невыполненных, и не видно конца этому. Да? А почему, если он на 4 смог исправить, почему он не учится на 4? Если он учится на 4, почему ты не можешь тогда учиться на 5? Если ты учишься на 5, почему ты не участвуешь в конкурсах и не пишешь олимпиадные задания и так далее и тому подобное. То есть вот эта вот нагрузка на подростков, да, на школьников в целом, да, она, конечно, довольно сильно возросла, и ему трудно, да, если взрослые не умеют организовать свой режим дня, чтобы успеть сделать, и вечером спокойно сказать, что все, я могу теперь отдохнуть, да, то и дети, к сожалению, у нас в таких же условиях, и вот эта вот суета их также закручивает, и наша задача помочь им справиться с этой информационной нагрузкой, ну, естественно, показывая пример на себе. Да, то есть если мы говорим подростку, что в 10 часов он должен убирать телефон, если он в 11 ложится и не может уснуть, потому что после того, как вот этот информационный поток без анализа проходит в течение определенного времени, то нервная система не может успокоиться, и ему будет довольно трудно расслабиться. Да? Вот. Но сами мы, демонстрируя там лежа в кровати, например, в телефоне, да, такое же поведение, ну, довольно трудно будет объяснить, почему ему нельзя, а нам можно. Вот. И тут уже просто слово «нельзя», потому что нельзя, не сработает, да, повторюсь. Вот. Поэтому очень важно вместе с ним какие-то вещи проговаривать, узнавать что-то для себя новое, принимать правила жизни новые. Например, все договорились, что в 10 часов убираем телефон, потому что потом трудно будет расслабиться. Но ведь и взрослому тоже трудно потом расслабиться и уснуть. И поэтому давай попробуем так. Давай проведем исследование через неделю, да, посмотрим, легче стало засыпать, лучше ли спится после этого, а как я себя почувствовала, я поделюсь, а ты поделишься тем, как ты себя почувствовал. Вот. То есть в идеале к этому времени, к этому возрасту ребенка должно быть сформировано именно такое общение, когда у родителей есть возможность не только говорить, как надо правильно жить, но еще и вместе задавать вопросы и выходить на диалог. То есть давать возможность ребенку сформировать вот тот уровень критического мышления, который позволит ему потом быть эффективным в обществе. Самое важное, что должно быть сформировано, это именно способность критически мыслить, да, это позволит ему оценивать безопасность, доверительность, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Вот. Это креативность, которая научит его искать самые невозможные выходы из любых ситуаций. Вот. Это коммуникация, которая позволит ему искать точки соприкосновения с разными людьми, высказывать свою точку зрения, рассказывать о себе, о своих чувствах, да, проговаривать хотя бы для того, чтобы мы были в курсе того, что происходит. Это одни из наиболее таких важных навыков, с которыми они должны выйти из подросткового возраста и уже с этими сформированными качествами быть более эффективными людьми в обществе. Вот. Вопросы, которые были заданы, я сейчас озвучу. И вы можете писать вопросы, которые у вас возникли касаемо взаимоотношений с подростками в чате тогда. Вот. Вопросы, которые были до этого. Раньше не было такого, что подросток огрызается на родителей. Да? Что делать, когда он в первый раз ответил грубо или неоднократно уже ответил грубо?
каким образом выстраивать новые взаимоотношения и ставить границы ребенку. Вот. Это естественно, да, я говорила, что подростковый возраст, он и характеризуется тем, что ребенок пытается научиться отстаивать свои границы. Что значит свои границы? Это какая-то вот такая зона, в рамках которой ты можешь делать все, что угодно. И запускать в эту зону ты можешь того, кого ты хочешь, и тогда, когда ты хочешь. И вот он эту зону пытается нащупать. Если раньше правила он принимал, например, без вопросов, да, вот у нас в семье принято в воскресенье там все вместе ходить на природу, да, то сейчас он будет задавать вопросы, потому что ему важно понять, ему комфортно или некомфортно, почему так принято, что это дает, зачем это ему вообще конкретно нужно. Если он хочет, например, в воскресенье теперь спать до 12, да, почему он должен вставать в 10 и послушно идти там с родителями. Вот, ехать на дачу, да, ему вообще, может быть, эта дача не нужна, и тут он начинает задавать вопросы, почему я должен, да, и начинает огрызаться, говорить нет. Да, вот в этот момент это первый сигнал того, что нужно начинать разговаривать с ребенком по-другому, да, и теперь важно садиться и обсуждать. И чтобы он чувствовал, что, во-первых, вы его мнение цените, оно важно, но при этом, да, вы остаетесь родителями, вы отвечаете за результат воспитания. И поэтому вот очень важно сохранить вот этот баланс. С одной стороны, вы будете принимать правила, потому что по правилам жить легче, и вы обсуждаете, зачем нужны правила дорожного движения, зачем принимаются законы в государстве, кому они вообще нужны. Когда задаешь эти вопросы подросткам, они очень хорошо отмечают, и они прекрасно понимают, что правила нужны. Вот как только с ними начинаешь обсуждать на одном уровне, они все понимают, и они не протестуют против правил. Они говорят, ну да, вообще-то мне комфортнее, когда я точно знаю, что, например, в 11 я должен быть готов. Тогда я, например, в 9 понимаю, что мне нужно пойти в душ, потому что мне теперь важна моя внешность, я должен уложить волосы, я на дачу не поеду, пока я там не сделаю все, что я должен сделать. Вот. То есть, понимаете, мы ему показываем, демонстрируем, что правила значительно облегчают нашу жизнь. И договариваемся о тех правилах, которые удобны всем. Да, но при этом говорим, что, ну, если ты не можешь, там, например, раньше 12 проснуться, давай посмотрим, что ты сделал в субботу вечером. Почему тебе трудно в воскресенье встать рано, да? Тебе удобно или неудобно? А в понедельник тебе в школу, например, в 6 утра. Почему организму трудно перестроиться? Почему в понедельник ты будешь вялый до обеда? Давай мы с тобой обсудим. Зачем нужен режим дня каждый день, в том числе на выходных? Вот. Теперь, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, подростковый возраст – это возраст, который учит взрослых тоже взрослеть, учит взрослых развиваться. Вот это та точка роста, которая покажет все ваши слабые стороны, которая покажет, что вы не умеете договариваться, что вы не умеете слышать собеседника, что вы не умеете отстаивать свои границы, потому что подросток постоянно будет их нарушать, да, и пробовать, где можно, а где нельзя. Вот. И в этот момент вы увидите свои слабые стороны, и это возможность их развивать. Да, с этой точки зрения любой кризис, который рядом с вами происходит, или у вас, который происходит, да, это возможность посмотреть, да, что на этот момент развития сделано хорошо, а над чем еще стоит поработать. Да. И в этот момент вот все слабые стороны в общении с ребенком вы увидите. Да, все вопросы, которые раньше умалчивались, они будут заданы. Вот. Дальше. Каким образом сохранить доверительные отношения, если он отказывается говорить? Вот. Очень важно, с одной стороны, доверительные отношения сохранить надо, с другой стороны, довольно часто родители выпадают из этого круга доверительных отношений подростка, потому что иногда реакция взрослого обижает подростка. Или, вот, например, один подросток не рассказывал маме о двойках просто потому, что каждый раз она демонстрировала такую расстроенность. То есть она так сильно расстраивалась из-за двоек, что он решил, что как бы вот ему трудно пережить такую реакцию мамы. И лучше как бы соврать. И неважно, они ведь не умеют планировать. Вот эти участки мозга, они только созревают. И он порой правда не понимает, что через неделю мама будет знать. Ну или понимает и думает, ну как бы вот это же будет потом. И иногда вот это рискованное поведение, рисковое, как раз теми продемонстрировано, что они не умеют планировать надолго. Он никак не связывает одну выкуренную сигарету там, с состоянием здоровья через 20 лет. Для него 20 лет – это такой огромный этап развития. Они вообще не представляют, что такое 30 лет, что такое 40 лет. Для них люди 40 лет – это люди, которые
такие старые. И это для них, вот в их мире это нормально, у них время течет иначе. Наша задача научить планировать, наша задача показать, какие последствия будут, и наша задача планомерно за этот период помочь ребенку освоить эти жизненно важные навыки. Поэтому вот сохранить доверительные отношения важно, и в этот момент, да, важно смотреть, как мы реагируем на слова подростка о том, что, например, а Петя там, с которым я хожу каждый день из школы, да, он курит. И вот в зависимости от того, как мама отреагирует на эту информацию, подросток дальше будет принимать решение о том, говорить дальше или не говорить. Да? Можно отреагировать по-разному, можно сказать, это так, больше ты с этим Петей ходить не будешь, и тогда он больше вообще ничего ему не расскажет. Вот. А можно сказать, что, ну, понятно, да, а что ты думаешь по этому поводу? Как ты думаешь, зачем Петя курит? Что это дает вообще, зачем люди курят? Зачем он попробовал? И, например, там кто-то сказал, что Петя попробовал один раз, ему не понравилось, да, и, ну, как бы я тоже пробовать не хочу. Ну, может быть, так. А может быть, как раз это было той провокацией, чтобы посмотреть на реакцию взрослого. Можно ему доверять или нельзя ему доверять. Вот. Это то, что касается доверительных отношений. В условиях того, что довольно много подростков курят, употребляют алкоголь или еще чего покрепче, да, нужно ли проверять, обнюхивать, читать телефон подростка, когда он не видит, да, вот, это спрашивают родители. Это очень такое рискованное поведение. И в этот момент, да, мы демонстрируем подростку, особенно когда обнюхиваем, когда он приходит, когда проверяем его карманы, мы всем своим видом демонстрируем, что он еще не готов вступить во взрослость, что он еще маленький ребенок, которого нужно контролировать, и который самостоятельно ответственность нести за свои поступки еще не умеет. Да? И мы эту ответственность взяли на себя, поэтому, по сути, ему больше нечего формировать, потому что за учебу ответственны родители, за употребление там чего-то, того, чего употреблять нельзя, ответственны тоже родители. Вот. А у меня, собственно, нет никакой ответственности. Да? Вот. И в этот момент мы сами демонстрируем, что он не готов, он маленький, и он найдет, где продемонстрировать, что он большой, если дома он маленький, да, он найдет ту группу сверстников, ту группу подростков, которые будут говорить, что ты уже большой, что мы тебя ценим, что твое мнение здесь важно и интересно, и поэтому ты будешь с нами. И поэтому иногда они, конечно, ищут себе таких сверстников, среди которых они могут проявить вот эту взрослость. Вот, и порой самыми неприглядными способами. Поэтому важно научиться доверять и говорить открыто, и озвучивать, что мне страшно. Да, вот я сегодня посмотрела, например, сюжет по телевизору и увидела, что бывает с подростками, которые пробуют там снюсы. Что ты об этом знаешь, что ты об этом думаешь, да, мне важно твое мнение. Ты вообще знаешь об этом? Дети довольно много об этом знают. То, что они обсуждают в своей подростковой среде, школьники порой 4-5 класса знают о снюсах и спайсах гораздо больше, чем мы знаем. И знают, где их можно в нашем городе достать, потому что приходят школьники и рассказывают об этом друг другу. Вот. Наша задача в этот момент продемонстрировать своему ребенку, что мы ему доверяем, что его мнение нам интересно, и демонстрировать, что мы знаем, что он справится, что он сделает выбор, который поможет ему сказать «нет», например, да, или в тот момент, когда мы понимаем, что наш ребенок ведомый и не умеет говорить «нет», да, тогда мы хотя бы можем по этому поводу с ним либо проговорить, либо там, к специалисту, например, его привести, да, чтобы он задал вопросы, или потренировался там на каких-то занятиях, да, для того, чтобы вот эту вот уверенность сформировать, если у него эта проблема есть. Порой родителю кажется, что проблема у ребенка есть, но он это с ребенком не обсуждал, а у ребенка проблем нет. И иногда бывает, что на занятиях подросток демонстрирует умение сказать «нет» и говорит о том, что вообще я сам за себя могу постоять, если что. Вот, а родитель уверен в обратном. Да, это тоже говорит о системе взаимоотношений. Вот, почему у родителя, да, мало информации о своем собственном ребенке. Дальше. Если ребенок не хочет учиться, да, вот, то же самое. Ребенку вообще непонятно, зачем в школу ходить. Иногда взрослому не очень понятно, потому что
не потому, что школа не нужна, потому что он не связывает никак сегодняшнее сидение в школе с завтрашней успешной жизнью. Для него вот этой связи вообще нет. Ну и в школе, честно говоря, да, не очень много людей объясняют, для чего это надо. Вот ему говорят, ты должен приходить, ты должен надевать школьную форму, ты должен сидеть, ты должен выполнить это упражнение. А зачем должен, кому должен, не объясняют. Вот. Ну просто как бы так принято. Чтобы там, быть успешным в жизни, нужно закончить 9 классов, сдать экзамен. Да? И вот говорят, чтобы сдать экзамен, ты должен учить. Ребенок говорит, я сдаю математику. Зачем мне нужно, например, учить там, литературу, историю, там, еще что-то, да? Но это нормальные вопросы нормального человека, который критически оценивает. Он тратит свое время, да, ему нужно понимать, зачем, куда оно уходит. И вот в этот момент мы можем сделать авторитарно так, что уходить надо без вопросов, вот. Или можем сесть и сказать, да, зачем это надо, чем это выгодно тебе, что это тебе даст. Например, чтобы сдать экзамен там, в 9 классе, ты должен быть допущен. Что значит быть допущен? Это значит, что ты должен знать и иметь аттестации по всем предметам, да. Далее, после 9 класса у тебя будет аттестат. Что такое средний балл? И ребенку в 7 классе уже можно совершенно спокойно рассказывать о том, что такое средний балл, каким образом поступать после 9 класса, каким образом аттестат сыграет свою роль на его будущую профессию. То есть вот конкретно, да, задает ребенок конкретный вопрос, и мы даем ему конкретный ответ о том, каким образом связано сегодняшнее обучение в школе с его завтрашней жизнью. Вот. И поэтому я считаю, что очень важно обращать внимание на эти вопросы и не отмахиваться от них. Ну, потому что, поскольку ему непонятно, да, мотивация будет крайне низкая, ему потребуется просто-напросто гораздо больше сил для того, чтобы учиться, чем если бы он понимал, зачем ему это нужно. Вот. Ну и повторюсь, да, вот эти отделы мозга, планирования, целеполагания, ответственности еще только в стадии формирования, и мы помогаем на этапе формирования, помогая, подсказывая, да, каким образом это использовать в жизни. Вот. Это те вопросы, которые были заданы, и иногда задают вопрос о том, что в 17, 18 или там, в 20 лет ребенок демонстрирует поведение подростка. Да? О чем это говорит? Ну, вообще в современном обществе, вообще чем цивилизованнее общество, тем дольше дети имеют возможность оставаться детьми. Вот. На сегодняшний день порой и люди 25 лет демонстрируют абсолютно подростковое поведение, да, инфантильное поведение. Это говорит о том, что либо в свое время им не дали возможность повзрослеть, взяли за них ответственность за все их родители, вот, и они в какой-то момент с этим смирились и отдали эту ответственность, вот, либо какой-то вот на данный этап возрастной, да, человек еще не усвоил те жизненно важные уроки, которые была возможность усвоить тогда. Переучиваться всегда труднее, чем учиться. И вот если дать возможность подростку взрослеть, да, под наблюдением взрослого в эти возрастные рамки, да, то гораздо эффективнее дальше он пойдет по жизни. Вот. Если мы все еще будем видеть в нем маленького ребенка и делать все для того, чтобы он оставался маленьким ребенком, да, мы сами удлиняем вот этот период взросления у своего ребенка. Вот. Ну, естественно, у родителей больше возможностей теперь содержать детей до взрослого возраста, поэтому порой дети взрослеют гораздо позже. Вот, это те вопросы, которые были заданы. Есть ли у вас вопросы? Ну, у нас еще есть 15 минут. Мы можем отвечать на вопросы, касающиеся подростков и способов взаимодействия с подростками. Татьяна, можно я задам вопрос? Если, допустим, уже ситуация такая, что уже потерялся контакт с родителем, подростка с родителем, да, как вот наладить, как вот восстановить? Ну, вообще, если вот уже общение с подростком дошло до такого состояния, когда
конфликты по каждому поводу, и подросток просто хлопает дверью, уходит, закрывается, не приходит вовремя и не обращает внимания на замечания взрослых, да, вот, конечно, во-первых, взрослому нужно пойти к специалисту, да, для того, чтобы обсудить, каким образом выстраивать взаимоотношения. Во-вторых, если есть такая возможность, с подростком пойти, да, а в-третьих, иногда очень важно подойти к подростку и сказать, что да, мы с тобой дров наломали, мне плохо, тебе плохо, я тебя люблю, ведь самое важное, понимаете, подросток или не подросток, да, это тот ребенок, глядя на которого когда-то мы умилялись, и он взрослеет, и он, ведь мы его, по сути, да, он родился для того, чтобы стать мужчиной или женщиной. И вот этот процесс, когда взрослый понимает, что подросток уходит из-под его контроля и перестает быть тем умилительным ребенком и становится взрослым, с которым нужно выстраивать уже партнерские взаимоотношения, иногда вызывают у родителей страх, да, что вот он теряет контроль, и ребенок уходит, и ребенок уйдет. И тогда, особенно это бывает у родителей, которые очень много сил, очень много каких-то таких вложений, да, сделали в своего ребенка, и очень много жизни потратили на своего ребенка, забывая о себе порой. И вот этим родителям тяжелее всего. Чем меньше родитель думал о себе, чем меньше развивался личностно, чем больше отдавал своих сил, средств, там, всего своему ребенку и времени, чем больше забывал о себе, тем потом ему больнее, что ребенок взрослеет и перестает это ценить. Вот. А ведь по сути, да, ребенок пришел к нам для того, чтобы рано или поздно уйти. Наша задача подготовить его к этому эффективному уходу. Вот. А конфликт – это в первую очередь показатель того, что мы не готовы к тому, что ребенок уйдет из-под нашего контроля. Да, и в этот момент, конечно, важно обратиться к специалисту за консультацией, да, и оценить, что происходит. Неважно, сколько уже сделано. Поменять что-то, попробовать исправить можно всегда. Вот. И поэтому я думаю, что эффективнее будет обратиться за консультацией. Также у вас есть еще вопрос. Так, вопрос. Ребенку 12 лет. При общении с друзьями услышали матерные слова. Как реагировать, наказывать, в семье не матеряться? Ну, классный вопрос. Вообще подростки начинают материться, хотим мы того или не хотим, потому что он все слышит, он все видит. Да, и если раньше ему было просто страшно это говорить, произносить, да, вот, то теперь по факту, если, например, родитель, не дай бог, увидит беседу в соцсетях, переписку детей, где нет взрослых, то можно падать в обморок сразу, не читая. Вот. И довольно много родителей так и делают. Это одна из сторон нашей жизни. Если услышали, да, и, например, родитель слышит, ребенок слышит, то это повод, замечательный, вообще классный повод поговорить с ребенком об этом. Да? Что значат матерные слова, для чего их люди используют. А если вместе с ребенком почитать об этом, это вообще очень интересная тема. Да? Ведь те люди, которые матерятся, да, это вот один из таких способов выражения агрессии. Да? Когда другого способа выразить агрессию нет, подростки громко матерятся. Вот, и они показывают, вот, демонстрируют вот эту вот агрессию, свою силу, да, таким образом. Можно с ребенком обсудить, есть ли другие способы показать, что ты сильный, есть ли другие способы показать, что ты взрослый. Вообще мат – это показатель взрослости, да, или это показатель того, что у тебя просто нет других способов взаимодействовать с людьми. Вот, это о чем? Да? То есть вот сейчас в период подросткового возраста ребенок будет экспериментировать, и хотим мы или не хотим, периодически попробует это сделать, да, употреблять вот эти слова. Но просто вот их ценность пропадет, если, по сути, она не имеет никакого воздействия на общество. Да? Вот. А пока взрослые так реагируют на эти слова, для подростков это становится вот такой возможностью показать свою взрослость. Вот поэтому эффективнее всего будет обсудить, да, что это, для чего это, откуда это взялось вообще, для чего это применять, можно ли сказать это по-другому, да, может быть, просто мат – это когда у ребенка нет достаточного словарного запаса, чтобы выразить свои эмоции, он не умеет выражать эмоции, и в этот момент вот это единственное слово, которое показывает эмоцию. Тогда учимся вместе выражать свои эмоции открыто, да, что ты сейчас чувствуешь, можно ли это озвучить по-другому.
Вот. Все, я думаю, что ответила на вопрос. Если есть еще вопросы, пишите, пожалуйста. Еще немножко подождем. Вот. То же самое касается курения, например, когда один из родителей в семье курит, и мы прививаем ребенку мысль о том, что курить это вредно, да? А ребенок всю свою жизнь, например, видел, что папа курит, вот сколько ему лет, 14, да, папа 14 лет курит, и он не умер, и вроде внешне здоров, да, а тут мама говорит, что и если я буду курить, то у меня будет там что-то, ну и так далее, да. Это вот как раз говорит о том, что запугивание, да, и страх не всегда играют ту роль, которую хочется. Вообще ребенок стремится к риску, и поэтому чем больше мы пугаем, тем ему интереснее становится. Вот. И в этот момент важно действовать на профилактику, да, создавать опору, создавать уверенность подростка в том, что он сможет сделать правильный выбор, и что мама ему или папа, вообще родители, да, они ему доверяют. Они знают, что он придет и задаст вопросы при необходимости и сделает правильный выбор, основываясь не только на мнении сверстников, но еще на мнении того круга доверия, который у него сформирован. Вот, поэтому тут тоже, да, важно не закрывать глаза на некоторые вещи, да, и не считать, что он ничего не видит и не слышит, и только ваши слова действуют. Часто вообще на ребенка действует только ваше поведение и ваш пример, да, а слова он довольно часто пропускает мимо ушей. Вот. И поэтому не стоит обольщаться, что он, видя, что происходит в обществе, будет совершенно другим, да, и будет делать вид, что некоторых вещей не происходит. Они происходят. Вот. Табуированные темы в семье, они обусловлены только страхами родителей. Вот. И об этом нужно скорее родителям, да, позаботиться. Вот. И сексуальные темы, например, даже между мамой и девочкой, темы сексуальности обсуждаются крайне редко. Откуда ребенку взять информацию об этом? Ну, если маме стыдно об этом говорить, и мама говорит, так, нет, что это такое вообще, какие вопросы ты задаешь, да, но она пойдет искать ответы в другом месте. И поэтому не стоит удивляться, что потом вот и их опыты, да, они какие-то неприемлемые. Ну а где ему узнать об этом, если ему не рассказывают те люди, которым он доверяет, и которые, по сути, должны рассказывать об этом? Вот, поэтому обращайте внимание на такие вещи, да, тема вот мужественности мальчика и мужчины общения, да, тема женственности девочка и мама общения, да, каким образом выстраивается. Вот это очень важные вещи. Мама – это тот человек, который поведет девочку к специалисту, который покажет, как заботиться о себе, каким образом выбирать, например, при каких-то гигиенических процедурах, да, вещи. То есть это очень важные моменты, которые должны быть обсуждены именно в семье. А для этого желательно еще до подросткового возраста наладить ту систему взаимоотношений, когда об этом говорить не стыдно. Да? Вот. А если у мамы, например, из детства очень много табуированных тем, тогда маме стоит подумать о том, каким образом общаться. Или у папы, например, да. Ну, у мужчин немножечко другой уровень общения, да, они очень по-мужски. Иногда мама говорит, что как-то грубо папа с мальчиком общается, да. Вообще лучше, когда вот папа с мальчиком общается, и если при этом нет физического, психологического насилия, тогда вообще лучше маме не вмешиваться в этот процесс, да. Мужчина воспитывает мужчину. И вот этот мужской пример взаимодействия с миром ему тоже очень важен и очень поможет. Вот. Поэтому если трудно, например, слушать, как грубо и как иногда какие там вещи между ними происходят, да, если это нормально абсолютно для ребенка, и отец это делает во благо ребенка, да, нет насилия, повторюсь, да, тогда мы уходим, если нам трудно слышать вот те слова, которые они используют в общении. Вот. Не мешаем этому процессу. Но я думаю, что рассказывая, я довольно много вопросов затронула, да, поэтому те, кто хотел задать вопросы, задали. Спасибо вам большое. При необходимости обратиться за консультацией, да, вы можете обратиться в консультационный центр. Спасибо. Вам большое спасибо, Татьяна Анатольевна. Мы очень рады. Спасибо. Так, что нужно сделать?
зелененького. Зелененького экрана.